В Армении похоронены 6 членов семьи, убитых в Гюмри. Их похоронили на местном кладбище. В церемонии погребения принимали участие политики и сотни скорбящих людей. Арестован 19-летний российский солдат Валерий Пермяков, служивший на военной базе в Гюмри, подозреваемый в совершении убийства. Среди жертв 2-летняя девочка. Армянская общественность требует передачи Пермякова местным властям для проведения суда. Члены Национальной ассамблеи Пакистана провели демонстрацию протеста против публикации карикатур, изображающих пророка Мухаммеда в сатирическом французском журнале «Шарли Эбдо». Десятки депутатов собрались перед зданием парламента в столице Пакистана Исламабаде после принятия резолюции, осуждающей карикатуры. Парламентарии заявили, что свобода слова не должна использоваться для оскорбления религиозной веры. Киргизия. В Бишкеке владельцы автомагазинов протестуют против значительного увеличения таможенного налога на машины, завозимые из-за рубежа. С 1 января на таможнях застряли около 800 автомобилей в результате новых правил, утвержденных киргизским правительством. Под новые правила попадают завозимые из-за рубежа машины, а налог на иностранные модели увеличен почти вдвое. Правила были введены Киргизией в рамках подготовки к присоединению к Европейскому экономическому союзу, главной движущей силой которого является Россия. Босния и Герцеговина. Водители грузовиков в городе Градишка Республики Сербской заблокировали пограничные пункты пропуска и таможенные посты, чтобы выразить протест против новых правил, касающихся получения международных водительских прав. С 1 января эти документы выдаются только центральным правительством в Сараеве. Политические распри между двумя составными частями Боснии, Республикой Сербской и Хорватской Республикой, препятствуют интеграции страны в Европейский Союз и НАТО. Министерство сельского хозяйства Таджикистана заявило, что таджикские фермеры засеяли дополнительные 5000 гектаров земли луком, который будет экспортироваться в Россию. Заместитель министра сельского хозяйства Сиджаудин Исраилов заявил, что Россия нуждается в дополнительных поставках лука из-за запрета на ввоз продуктов из западных стран. Спрос России на овощи поднял цены на лук в Таджикистане на 40%. В столице Афганистана Кабуле благотворительная организация «Хадаф» передала теплую одежду сиротам. Представитель организации заявил, что некоторое количество зимней одежды будет послано нуждающимся в афганские провинции в ближайшее время. Работники детских домов заявили, что они ценят помощь, но при этом призвали правительство оказывать большую помощь их учреждениям.